Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Мордовский блок новостей», в которой новости из жизни Мордовии за март 2019 года прокомментирует Евгений Владимирович Четвергов, министр культуры, национальной политики, архивного дела, альтернативного состава правительства Республики Мордовия, заслуженный работник культуры Республики Мордовия, писатель, автор тематического словаря рязанского языка, основатель фонда спасения рязанского языка и так далее, так далее, так далее. Очень уважаемый человек, и мы рады, что он прокомментирует новости, прошедшие за март. Я придумал девиз для нашей программы. Мне помог Петр Николаевич Толтаев, который в интервью от 2 февраля сказал: «Пока мы будем безучастными, мало что изменится». Это девиз нашей программы. Первая новость, Евгений Владимирович, состоит из 3 новостей, и после которых я вам задам вопрос. В ночь на 26 марта на техстроя возле школы 41 на мужчину набросились 6 собак. Он получил многочисленные укусы и в тот же день обратился в полицию. 5 марта в Саранской школе номер 17, Центр образования Тавла, несколько девочек из 7 класса унизили и избили одноклассницу и сняли все на телефоны. В этот же день мать этой девочки обратилась в полицию. В тот же день, 5 марта, в Зубово-Полянском районе, в поселке Леплей, в штрафном изоляторе и в ПКТ Мордовской исправительной колонии номер 5 8 заключенных вскрыли себе животы в знак протеста против того, что они говорят, что их избивают и над ними издеваются. 20 марта снова еще несколько человек тоже себе так называемое вскрытие живота произвели в знак протеста, что их не госпитализируют, и поэтому у них гангрена. А вопрос такой. Все эти случаи происходят на школе, на улице, в исправительных колониях, в учреждениях, которые принадлежат государству. А мы не видим, чтобы такие массовые случаи насилия происходили в банках, в частных магазинах. И вопрос такой, может быть, нам нужно приватизировать все пространство, отдать частникам, чтобы они были ответственными, потому что мы, чиновникам, все прощаем, любые случаи насилия. Как вы считаете? И как вообще вы видите решение вот этого насилия, которое расплылось у нас? Как мне представляется, надо начинать с глубин, с истоков. Где они начинаются, эти негативы, эти страшные картины, каковы их причины. Вот с этого надо и начинать. А причина во многом то, что мы живем в стране, ну, так будем говорить, беспощадного хамства и лжи. Куда ни посмотришь, одна ложь, одна неправда. Но это общие слова, а более конкретно надо относиться более серьезно к культуре, ну, в том числе, естественно, и образованию. Кстати, в этой школе, это не первый случай, а в России сколько таких случаев было. Откуда? Почему это так получается? Ну да, после этого я был в этой школе, знакомился несколько с этой школой. Это самая крупная школа, рассчитана на 1450 учащихся, охрана, стадион, плавательный бассейн, то есть все на соответствующем уровне. Ну а почему же это так, такие случаи дикие возникают? Когда я открыл учебный план этой школы, 17-й знаменитой школы, теперь знаменитой не только добром, а и злом, убедился, рязанский язык из этой школы, но вычеркнули самым таким бессердечным образом. В учебном плане для учащихся, я считаю, с 1 по 4 классы. Вывели этот язык, за пределы расписания, то есть сделали его необязательным. Как по-другому это называется, это слово, знаете. Причем там не назван язык. А я не догадался, как? Не обязательно. Облигатные, необлигатные, как называется это слово? Выскочило. Ну ладно, ага. Сейчас вспомним.
Не обязательный. Как Добровольно? А? Факультативно? Факультативно. Самое доступное такое знакомое слово факультативно. То есть не обязательно в переводе с латыни. Ну, раз не обязательно, то что можно ждать от этих уроков? Понятно всем. Причем, интересно, там значится мордовский язык. А мордовского языка, как такового, как известно, знает не только учителя, а знают и, наверное, дети, что такого языка нет, не существует. И вот такая ложь вкралась в учебный план. Обманывают родителей, детей обманывают. Ну и результат, люди-то знают, что, как на самом-то деле. И с первых же строк объявлен русский язык всем учащимся родным языком. То есть других родных языков нет. Это опять ложь. Вот отсюда все и начинается. Это в сфере школы, педагогики, а возьмем другие сферы: торговля, судопроизводство, юриспруденция, и кругом, куда ни посмотришь, вот это вот эти такие негативные явления. Ну и экран наш. Когда я смотрю, время покажет, ну теперь уж давно не смотрю, но удивительно, что как там охотно, как там лгут, очень, не только мастерски же. Так. И кругом ложь. Вот отсюда и начинаются все эти явления, нежелательные для любого общества. Вот это так я смотрю. Ну, а если в колонии там скрыли себя, значит, там действительно что-то было уж такое, что не выдержали. Это может быть. И в интернете читаешь, смотришь, как в полиции, в отделениях полиции порой издеваются. Ну, кстати, припомню, что я в далеком году попадал туда я, в эти сети. Правда, сутки сидел. Но, по крайней мере, я узнал, что из себя представляет эта система, полицейская система. Тогда еще была милицейская. Что из себя представляет? Там человека вычеркивают. Хотя Феликс Эдмундович говорил, что надо быть чистым и светлым, даже с ярыми преступниками. А у нас не получается. Мы попадали совершенно ни в чем не виновные, и все-таки с нами обращались не так, как положено по закону. Вот ложь, опять же, слишком много, может, говорю? Нет, нет. Ложь в законодательстве, в Конституции. Ведь там записано одно, а делается совершенно другое. Ну, несколько буквально статей, всем известных. Религия отделена от государства. Россия – светское государство. А что на самом деле дети видят? Видят сплошную ложь, обман. Место светского государства на каждом перекрестке крест. К этому вопросу мы позднее вернемся. Какие еще статьи вам кажется? Ну, статья была 26-я. Каждый гражданин имеет право подписывать свою национальность, самоидентификации. Но, к сожалению, издали столько подзаконных актов и вычеркнули эту статью. Нет ее теперь. Теперь практически проводить выборы по национально-территориальным округам, выборы депутатов, невозможно, потому что нет записи в паспорте. Как определишь человека, какой он национальности? Теперь нет национальности, все одни и те же. Вот еще одна статья. Ну, а далее статья: право граждан участвовать и принимать участие на собраниях, на митингах и прочее. Практически эту статью тоже вычеркнули. Ну что значит право? Один можешь ты выйти, с одним плакатом и где-то там побродить. А если ты вдвоем выходишь, то на расстоянии 100 метров друг от друга. Вот тебе право на собрание, на митинги. Ну и так далее. Все статьи не запомнишь. Поддержу вашу мысль, но по поводу того, что мы теперь не обязаны писать свою национальность, я думаю, это было вызвано тем, что наше общество обожглось притеснениями евреев, когда людей за то, что у них
такая национальность не брали в вузы, не брали в какие-то предприятия, ограничивали их права, и поэтому, видимо, вот так мы вышли из положения, что раз общество наше способно на такой антисемитизм, то лучше вот так вот предостеречь. Еще в Конституции есть статья, что каждая национальная республика имеет право выбирать свой государственный язык, а соответственно вывод, что она должна обязательно его изучать. Но у нас обязательность отменили, а что значит отменили обязательность? Это значит, что вот если у нас отменят обязательность изучения русского языка, то у нас справа от Уральских гор будут говорить на китайском языке, а слева от Уральских гор на английском языке, и русский язык тоже исчезнет. А если обязательность отменят в изучении физики, математики, тоже люди добровольно не будут изучать. И вот в продолжение этого следующая новость. 27 февраля, будем читать от мартовская новость, на сессии Госсобрания депутаты мордовские внесли изменения в закон, и теперь расширено право использования макшанского и рязанского языков не только на заседаниях Госсобрания и его органов, как это было раньше, но и при проведении заседаний, совещаний, собраний в других органах государственной власти и органах местного самоуправления. Хорошая ведь инициатива? Это так хорошая внешне, но на самом-то деле это надо копнуться глубже. Почему? Почему? Закон был издан давно, и мы много раз просили, чтобы обсудить на сессии Госсобрания, как выполняется этот закон. Выполняется ли вообще он, и какие статьи не выполняются. Находили тысячи причин, чтобы не провести такую сессию Госсобрания. Ну, то есть спустить на колесах. И все. Вот и, пожалуйста, результат. И вот это тоже может так же быть. Так это вроде заявили, поговорили, а на самом деле все останется, все так, как было. Я говорю, у нас царствует ложь, поэтому верить очень трудно. И мне кажется, слова, которые когда-то говорила Карл Маркс, все подвергать сомнению, надо подвергнуть сомнению вот эту тоже сессию. Вот и все, вот и мое мнение. Евгений Владимирович, вы уже Дзержинского цитировали, уже Карла Маркса. В конце я не знаю, кого мы будем цитировать. Следующая новость, шучу. Следующая новость. Автор нашего девиза нашей программы, Петр Николаевич Толтаев, 4 марта на оперативном совещании сделал замечание своим сотрудникам. «Я никогда не вижу вас на концертах и постановках в театрах. Вы все так сосредоточены на работе или заняты? Так зачерствеете совсем. В ближайшее время организуйте поход в театр для всех муниципальных служащих». Причем в декабре Петр Николаевич уже советовал подчиненным посещать художественные выставки в музеях Саранска. Как вы, Евгений Владимирович, относитесь к обязаловке такой? Ну, в какой-то степени положительно. Но ведь мы черствеем на глазах, теряем свою духовность, становимся с каждым днем все равнодушнее и равнодушнее к чему-либо. И как же так, современный человек и должен быть далек от театра, от концертов, от выставок, не знать, скажем, Репина, не знать Льва Николаевича Толстого. Это как это называется? Это признак того, что человек катится или катится вниз. Вот и все, вот я так отношусь. Понятно, обязаловка – это не лучшее средство, но, по крайней мере, надо использовать. И кроме обязаловки нужна еще и пропаганда, реклама нужна. Это вот я говорю к тому, про рекламу. Мы же утопаем в своих отходах бытовых. Вернемся попозже к этому. Попозже, да. Тоже новость. Реклама нужна. Обязательно. Ведь и не случайно в телевидении, на радио без конца, это в интернете то же самое, без конца эта реклама вставляется. Не случайно, значит, она нужна. И здесь нужно, как же так? Объяснять надо, что за спектакли, какие спектакли, и все. 18 марта на сайте прихода церкви святого праведного Иоанна Кронштадтского, это в Саранске на Сверхтехстроя, на улице Солнечная, был опубликован архитектурный проект будущего одноименного кирпичного храма, который будет построен по соседству с деревянным храмом. Его настоятель Владимир Николаевич Кугушев
прошу прощения у него, если я ошибся в ударении, в интервью от 19 февраля вспоминал: раньше на этом месте, где был построен еще деревянный храм, был овраг, стояла вода. Чтобы начать строительство, сюда пришлось завести около 20 тысяч кубов грунта. А вопрос такой: как вы считаете, нужно, когда возводятся объекты такого конфессионального плана, или православные, или католические, или мусульманские, или других конфессий, или других мировоззрений, как нужно так ставить, чтобы это не обижало население, как нужно согласовывать с ними, чтобы все эти объекты религии, культуры только объединяли общество, а не разъединяли? Ну, мой взгляд, наверное, знаете, на религию, на православие, на буддизм и прочее, прочее. Но даже знаете, если ирзианское учреждение построить, как нужно так ставить, чтобы всему населению вокруг не обидеть? вот мы очень увлекаемся ложью, это раз. Второе, без конца мы нарушаем правила норму. Во всем должна быть норма, необходимость какая-то. Ведь теперь я уже говорил, столько понастроили этих церквей, они пустуют. Зачем они нужны? И еще где-то хотят на святостих строить. Был я в церкви года 2 тому назад, икона Божьей Матери, Казанской Божьей Матери, на техники, специально заходил во время службы. Ну и что? Там 20-30 стариков, старух, бубнят что-то, молятся что-то, и все. И ради этого строить такие крупные здания, для меня это постичь не могу, для чего это все. Вот. Ну, мы уже писали в газете, материалы в Западной Европе, многие храмы из-за ненадобности закрываются. Они переделываются или на какие-то зрелищные здания, или спортивные, или там еще какие-то. Но нет, все-таки время движется. Мы теперь живем не в 17 веке, наверное, уж не будем говорить про другие времена. Когда еще икон не было, и когда за то, что кто-то нарисовал икону, казнили. Не будем возвращаться к этим временам. Сегодня 21 век, век атома, век нейтрона, век сотового телефона. И вдруг опускаться до этого уровня. Да, я согласен. Историю, а религия это еще история, чтить надо, знать надо. Знать надо. И тем более историю православной церкви надо знать обязательно. Но не переноситься только в 16-17 век. Это уже ни в какие рамки. Ну, правде ради, запутался. Хочу сказать, что конкретно вот этот священнослужитель, он рассказывал в интервью, что конкретно к нему очень много прихожан приходит, и поэтому он расширяет, будем считать, что он говорит правду. Но у меня вот вопрос, а как нужно согласовывать с окружающими, жильцами окружающих зданий, чтобы их не возмущало, чтобы их полностью устраивало это заведение? Как вы считаете, нужно ли вот с ними согласовывать, с соседними домами? Ну, я думаю, это же надо знать конкретно все это. Поэтому и ответить надо конкретно. Я не в курсе всего, что там они что делают. Ну, надо, естественно, согласовывать, кто с кем. И, кстати, вот припомню еще в аргументах и фактах, я читал, крестовый доход. Не поход, а крестовый доход. Что это? Это церковь старается вернуть свои имущества, свои здания, все это. Ну и в частности, там Исаакиевский собор в Петербурге отстояли, сохранили как музей, и все правильно. И там еще они, по-моему, в Москве какие-то дома хотят приватизировать. Да, у государства. Да, вот. Но там... Реституция. Да. Ну вот и в связи с этим, я думаю, стоит задуматься, что... И вот что происходит, когда нет согласования и взаимопонимания. 18 марта около 100 жителей Старошаговского района вышли на митинг против начавшейся оптимизации в Центральной районной больнице, которая началась с начала марта. Там оптимизировали 10 ставок, об этом рассказал потом главврача больницы уже после митинга. И
количество койко-мест, уволенная санитарка, которую потом восстановили после митинга. Она говорила, что по ее мнению около 25 койко-мест было сокращено, хотя потом эту цифру опровергали. На митинге, в частности, выступала первый секретарь Мордовского рескома КПРФ. Это по поводу, все-таки какая-то оппозиция существует у нас. И жители в том числе жаловались, что если оптимизируется больница и ограничивается их право на своевременную медицинскую помощь, то существует еще такая проблема, что между районом, как они говорят, и Саранском вообще нет автобусного сообщения. Как бы вы прокомментировали это? Проблема не из легких. С одной стороны, ведь по идее должно уменьшаться число койко-мест. Почему? Демография. Демография раз, а потом медицина все-таки развивается, наверное, способы лечения улучшаются, поэтому и должно несколько уменьшаться. Но опять дело в норме, в разуме, разумно все должно быть. И еще одно у меня такое мнение, замечание. Хорошо, мы стремимся, чтобы было больше койко-мест, чтобы больше держали в больнице, лечили лучше, это все да. Ну а почему сами мы, люди, граждане, не заботимся о своем здоровье? Абсолютно. Вот у нас эти магазины, переполненные всякими мировыми запасами, животы растут у нас, но все-таки мы не заботимся о себе. Я рассказывал этот случай, наверное, много раз. Повторите. Пожалуйста. Утречком я делаю пробежку по спортивной арене, вот где вот самый крупный стадион. Для вас построили как раз. Как раз лично для меня вроде бы построили. И ведь это там такие капиталы вложены, и их не использовать ради своего же здоровья. Нет, увы, нет. Ну ладно, там молодежь, ладно, допустим, они любят поспать. Но ведь есть все-таки старики, наверное, сколько-то, которые пожилые, могли бы хоть выходить на дорожку. Нет, абсолютно, абсолютно. Вот очереди никакой на этот стадион. Пусто совершенно. Приходишь в поликлинику, там очереди не знаю какие. Да ты выходи лучше вот на тропу здоровья, побегай. И не будешь туда ходить, глотать эти лекарства. Вот у меня какое мнение на этот счет. Ну а вообще-то, конечно, полностью сокращать, минимализировать, они говорят, минимум все. Это тоже неверно. В деревне, в селе или в райцентр где-то за 100 километров. Это ведь по волшебному веянию не прискочишь сюда за 100 километров. Поэтому там надо учитывать эти такие вещи. А то у нас привыкли, все это минимум да минимум, все экономия и экономия. Экономят на школе, кстати. Уж это для меня очень непонятно. Экономить на школе, на детях, на педагогике. Это не укладывается в рамки. Ведь отдача от педагогики, от воспитания приходит через, может быть, несколько поколений даже. Как можно ждать сегодня экономию, рентабельность буквально сегодня от воспитания? Это через поколение только приходит, плоды воспитания. Ну вот, а у нас не считается с этим. Давай, сокращай. 15-20 ребятишек в школе, это уже для них это кризис. Мало, давай быстрее сокращать. Я уж пример приводил, поездку, всем привожу. В Тарханы, к Лермонтову. Вот экскурсовод и рассказывала женщина. У Мишеля Лермонтова было 12 педагогов. 12. Но потом она говорила, что кроме Миши там еще было 5 или 6 ребятишек. Ну, допустим, на 6 ребятишек 12 воспитателей. Каково это? Что, бабушка была совсем уж глупенькая, что ли? Что она делала такие затраты. И гений вышел-то ведь не неспроста, а именно от заботы, от не экономии. А мы экономим. Разве это дело в школе? Вот у меня внучка, 27 детей в 1-2 классах. Это, не знаю, я знаю Финляндию, Швецию, по интернету лазю.
15 ребятишек, не больше. Вот и все. Вот где экономия. А у нас вот экономия получается. А результат вот эти семиклассницы и подрались там, набезобразничали. Вот позор. Вот чем это обходится, какой ценой обходится эта экономия. Да, вы попейте кофе, я вам теперь расскажу. Следующая новость у нас состоит из перечисления некоторых фактов, связанных с экологией Саранска, которые я прошу вас в целом прокомментировать. В начале марта две международные организации Greenpeace и Air Visual опубликовали свое исследование, в котором сравнили 3000, по их мнению, самых загрязненных городов мира. От России попало 4 города. Сразу не уверен я, что это самые 4 грязных города, возможно, для примера выбрали. Но среди этих 4 городов от России попал и Саранск. И там такая информация о чистоте воздуха. Чистоте воздуха. Прошу прощения за паузу. Да. Значит, норма это 10 микрограмм на кубический метр. 10, в общем. У нас в Саранске среднегодовая чуть меньше 10, но было 3 месяца, когда было выше. Эти 3 месяца, один из них февраль, декабрь и сентябрь. В декабре, мы знаем, там Мордов цемент 2 тонны выбросил над поселком, и что-то еще другое произошло, что, естественно, воздух испортился. А были еще какие-то неизвестные причины, это февраль и сентябрь. То есть тоже кто-то выброс, какое-то предприятие сделал или что-то еще, но никто не заметил, поэтому люди просто отравились, но никто виноватых не было. Дальше. 19 марта Владимир Дмитриевич Волков выступал на мероприятии, посвященном Дню работника ЖКХ, и сообщил, что у нас планируется сейчас до 2024 года строительство и реконструкция сетей водоснабжения. В частности, сейчас завершается строительство 2-го этапа водозаборного узла в Чамзинке. Вода у нас вот такая. Проект «Карта воды России» сообщил, что в воде Саранска содержание никеля в 2 раза выше нормы, железа в 1,5 раза выше нормы, фтора в 1,25 выше нормы, йод, наоборот, дефицит. 21 февраля было обнаружено на полигоне Саранском, организация хотела выбросить 200 ртутных термометров, которые, естественно, потом бы после их или сжигания они бы летали бы над городом, и мы бы счастливые дышали. Еще цифра интересная, что площадь Саранского полигона около 50 гектар. В ближайшее время Владимир Федорович Сушков сообщил, что 2,2 миллиарда рублей пойдут в Мордовии на строительство объектов и переработки утилизации твердых коммунальных отходов, современных полигонов, мусоросортировочного завода, мусороперегрузочных станций, заводов для производства альтернативного топлива и выработки органических удобрений. Вот, Общероссийский народный фронт 7 марта предложили активисты Мордовии, чтобы в организациях вести раздельный сбор мусора и создать лесопарковый зеленый щит вокруг столицы Мордовии. И последнее, завершаю свой скучный рассказ. Владимир Дмитриевич Волков несколько раз в марте и в середине марта перед сельскими жителями и в своем послании 29 марта к Госсобранию пообещал: «Я обещаю вам, уберем все, что мы за все эти годы и десятилетия набезобразничали в наших окружающих лесах. Очистим, уберем все придорожные посадки и придорожные леса». Вот, видите, и трагическая сторона, и вот есть оптимизм. Да. Но я все-таки все подвергаю сомнению. Это правильно. Слова сказать это проще, как известно. И известно то, что язык как и без костей. Можно сказать, а делать? И что делается после этих слов? Вот я живу там на Севастопольской. И, к сожалению, пластиковые бутылки, правда, они отдельно все-таки бросаются. Но в основном граждане города Саранска в кульке, в пакетах все подряд бросают в общий контерн, в общий. А вы сами? Я сам делю отдельно. Я тоже. Вот, отдельно, это сюда. А они говорят, что все равно в общую свалку пойдет. Поэтому вот нет смысла.
Я спрашивал, есть у нас по соседству, оказывается, отдел ЖКХ, который занимается экологией. Они говорят, нет, вывозятся, вот пластмассовые эти вот бутылки вывозятся. И директор Ремондис, регионального оператора, тоже гарантировал, что они гарантируют, что вывозится отдельно, что это заблуждение. Да, вот это радует. Но дело в том, что граждан эти не бросают туда, куда надо. Вот там надо или рекламу создать, или систему штрафов наладить, или уборщиц как-то в определенные часы как-то им дать дополнительную и нагрузку, и поощрение какое-то должно быть. И вот с этого надо начинать. А то, что все бросают, все подряд бросают. Вот и о чем. И надо, еще раз повторяю, рекламу надо больше писать, надо напоминать гражданам, вывески разные, плакаты разные. А как же иначе? Надо воспитывать людей все-таки к делу. Вот я как смотрю на это. А по поводу чистоты воды, чистоты воздуха, как вы оцениваете? Ну, и ничего не могу сказать. Я пью, а что на самом деле? Это же не все уловимо. Чувствительно будет это тогда, когда уж превысит всякий предел. Вот о чем речь идет. Это все. Всякие ПДК и прочее, когда превысят. А что такое ПДК? Предельно допустимая концентрация. Ага. Да. И последний у нас блок новостей, где мы берем пример для нашего общества Мордовии из других стран. Она из двух частей состоит. В декабре я у вас спрашивал, уже подобная была новость, где в Грузии президентом страны стала женщина, но повторение мать учения, вот 30 марта во втором туре президентом Словакии тоже избрана женщина Зузана Чапутова. Ну, она и адвокат, и правозащитница, юридическое образование, и один из основателей, председателя социал-либеральной партии «Прогрессивная Словакия», разведенная мать двух дочерей. Как вы оцениваете ту тенденцию, что женщины тоже спокойно могут стать и быть эффективными руководителями государств, в том числе и Республики Мордовия, например? Оцениваю двояко. Во-первых, надо приветствовать, но во-вторых, надо задуматься. Значит, женщина не всегда занимается своим тем делом, которое дала природа. То есть воспитанием детей. Говорят, это обуза, это говорят прочее. Вот это, мне кажется, и приводит женщину туда, что некому. Вот так я смотрю. В целом, против не будешь идти, против всего это понятно. Но все-таки больше женщина должна обращать внимание на воспитание подрастающих своих детей. Вот главное. А в этом у нас, в педагогике у нас проблем, не знаю, сколько куч. А тогда мужчина что должен? Мужчина должен, заниматься политикой и прочее. Есть. И для мужчины есть занятия, неужели нет? То есть мужчина тоже должен заниматься воспитанием детей, это понятно, но все-таки дети ближе к матери, никуда не делись. И это не дает им возвыситься на государственные посты и прочее. А это вот теперь, к сожалению, так у нас получается. Вот. Ведь не случайно теперь, это опять возвращаемся к педагогике, опять к процессам воспитания. Не случайно у нас столько детей-сирот, столько матерей-одиночек, столько рожденных детей вне брака и прочее. Это плоды воспитания, плоды того, что женщина не занимается, как и мужчина то же самое, не занимается этой важнейшей проблемой. И как я считаю, наша система образования, начиная с садика и кончая высшими учреждениями, не занимается воспитанием будущих родителей. Надо родителей готовить, а не просто влюбиться, жениться, а потом детей нарожать кое-каких. Вот о чем речь. Каждый женатый, каждая выходящая замуж, она должна иметь какой-то минимум знаний о будущей семье, что если представляет из семья, а не просто в прорубь окунаться. Вот, поэтому-то и, возможно, больше надо заниматься именно педагогикой. Уж я говорил, школьная наполняемость классов, это ужасно. 24-25, а было 40 детей в советское время, 40 с лишним.
Вот какое может быть там воспитание? Это просто пасти их надо, и больше ничего абсолютно. Евгений Владимирович, но у нас нет денег. Мы Сирию бомбим, Украину бомбим. В Африке наши войска, нету денег у нас на образование. Можете понять? Вот, кстати, о войне вспомнил. Я начинаю перечислять, сколько Россия воевала и воюет. У меня пальцев не хватает не только на руках, но и на ногах. Начиная с какого года, возьмем, с гражданской войны, допустим. Гражданская война, а потом борьба в Средней Азии, война 10 лет шла до 1931 года. Ну а потом подступила уже Испанская война. Испанская война не закончилась, начали с Китаем воевать. Как называется? На Халкинголе? На Халкинголе. Да. Халкингол кончили, давай трепать Финляндию. Польшу. Литву, Латвию, Эстонию. Латвию и прочее, Румынию. прочее. Одни войны, да, конечно, откуда будут деньги? А потом уже на нас деньги-то затратная все-таки штука. А после Второй мировой войны вроде бы известно, что мы ни на кого не нападали. Но почему-то у нас есть ветераны 35 войн после Второй мировой войны. Значит, мы тайные войны-то вели, да, конечно. И деньги шли, вот в Советском Союзе, могли бы идти на здравоохранение, образование, а они шли на то, что мы убивали там каких-то иностранцев ради каких-то заоблачных социалистических целей. Следующая новость, Евгений Владимирович. 31 марта федеральный судья Соединенных Штатов в Аляске Шерон Глисон, тоже женщина, признала незаконным указ президента Дональда Трампа, который, вот этот Трамп, отменил запрет бурения скважин на нефтегазоносных участках шельфа в Арктике и Атлантическом океане. Он решил, что давайте начнем бурить. А она, федеральный судья, сказала, что это Трамп превысил свои полномочия. И вот вопрос к вам. Как вы считаете, нужно ли нам в Мордовию тоже перенять вот такую судебную независимость, что судья имеет право говорить, президент Трамп превысил полномочия, или губернатор Мордовии превысил полномочия. У нас же невозможно представить, не современно, но даже в будущем. И во-вторых, потом спрошу. Вот первое, судебная независимость в Мордовии. Хорошо ли это было бы? Это так и должно быть, так и записано в Конституции. Вот вас судят постоянно. Вот и все, вот и все. Вот 12 раз нас судили, и вот один раз какой-то судья засмеялся. Из-за того, что мы отослали обязательные экземпляры газеты в Москву, вот, ну там что-то случилось, или может специально скрыли. Там надо было всего лишь позвонить нам и сказать, вот такие-то номера не поступили, мы бы отправили, и никаких кривотолков. Но вместо этого они подали исковое заявление в суд. Через суд. В судилище судья улыбается и говорит, вот чем нас нагружают вот эти наши органы. Конечно, судебная власть должна быть независимой, это понятно. И как в Соединенных Штатах, так и у нас, так и должно быть. Ведь страшная трагедия, когда исполнительная власть независима, бесконтрольна. Возьмем Гитлера. Он парламент разогнал все, ну и что, какие результаты получились? У Иосифа Виссарионовича Сталина тоже так же, с демократией так же было, тоже. 1937 год обошелся как, а потом 1937 имел последствия уже в 40-х годах, в 1941 году. И если там подсчитать все эти жертвы, там волос не хватит на голове. Вот что значит бесконтрольная власть. Президент, глава, они должны быть под контролем судебным органом, под контролем Конституции должны быть, соблюдать должны законы. А у нас что? Выборы проводят, но это же посмешище, это не выборы. Это не выборы, фальсификация сплошная. Это раздача просто этих мест. Вот я написал заметочку там, вот, кто твой депутат? Вот я до сих пор не знаю, кто мой депутат. И кого не спросишь, не знает своего депутата. Ну как это так? Это твоя власть. Ты через него можешь там что-то там пробивать, что-то какие-то цели добиваться. А мы не знаем этих депутатов. Вот как я вот понимаю, может я ошибаюсь, выборы по партийным спискам. Я считаю, это жульничество, больше никак не назовешь. А как? Очень просто. Вот такая-то партия, партия А,
набрала там столько, ну, условно возьмем, 50 голосов, 50 кандидатов. А дальше начинается уже дележ, кому конкретно, Ивану Петровичу или Сидоровичу, кому-то, а как кому, а кто больше даст. Вот и все. А кто больше даст? Да те, у кого эти мировые полезные ископаемые, у кого богатство, у кого деньги. Вот они так и закупают депутатские места. И получается, что там парламент практически. Вот. Это мое мнение, можете ошибаюсь. А вот по поводу полезных ископаемых. Здесь закон отменен о том, что Трамп говорил, нужно на шельфе тоже бурить скважины. И как вы относитесь к тому, чтобы тоже в Мордовии искать месторождение углеводородов? Плюсы и минусы этого. Искать это я не могу сказать ничего. Как искать? Искать можно, но есть какие-то перспективы, какие там же есть, наверное, у них. А загрязнение экологическое? Вдруг нефтяные найдем шахты и загрязним всю леса? Что важнее, доходы, которые будут в Москву уходить, или чистые леса? Ну, в таком случае тогда приходим к такому выводу, что нечего искать, нефти достаточно и так. А зато зарплата будет выше в Мордовии, может быть. Рабочих мест будет больше. Дело ведь в том, что демография не улучшится. всегда ради выгоды надо действовать. Вот раньше были плановые убытки даже. Ну так и должно быть. В некоторых отраслях могут быть вполне плановые убытки, убыточные. Так и здесь. Не надо смотреть только вот на чистоган. Поэтому обойдемся. Кстати, экологи сказали мне так. Я спрашивал, переработка углеводородов, вторичные вот эти отходы наши, твердые, бытовые. Он мне так объяснил. Первичное сырье, то есть нефть, газ, углеводороды, обходятся дешевле, и они дают продукцию, изделия из них более высокого качества, нежели от тех переработанных уже. Поэтому, говорят, и с неохотой их и используют. Но это уже дело специалистов, это не наше дело. Это вот то, что он мне сказал, то я и говорю. Вот такая вещь. Но, по крайней мере, наверное, все-таки там, в тех странах, не совсем уж такие безголовые. Помню цифры, лет 20-30 тому назад Германия 80% бумаги делала из вторсырья. 80%. Это было 30-40 лет тому назад. Но другие там тоже цифры приводятся. В Германии, удивился я, не только перераспределяют, сортируют отходы, а даже пластмассовые бутылки из пепси-колы по цвету их разделяют, по цвету. Бесцветные, зеленые, такие-то. Вот уровень и наш уровень. Они говорят в Германии, я прочитал такую фразу, у нас нет проблемы продовольствия продуктов, у нас есть проблема упаковок. Действительно, сейчас в любой магазин зайдешь, в ленту хотя бы, но там развесных товаров практически нет, все упаковано. А раз упаковано, значит, надо утилизировать эти упаковки. Вот в чем проблема. А там и металл, там и углеводороды, там и стекло, и все это надо перерабатывать. Поэтому очень сложно. В Японии прочитал. На 8 частей, я, наверное, уже говорил, повторяюсь, на 8 частей делят отходы. 8 частей. А мы не можем никак на 2 части. Эти отдельно. И все. Вот о чем речь. Вот наша культура, уровень наш. Вот, поэтому надо поменьше воевать, как мы уже говорили, и больше обращать внимание на свою экономику, на свое хозяйство, нежели годами трепать эту Украину, тратить миллиарды денег. Там каждый вечер, да 2-3 канала, это сколько и обходится государству. А мы платим, пенсия у нас мала, зарплата мала. Откуда она будет? То войны, то пропаганда этих войн. Вот и все.
Да, и Но- известна цифра, что вот ведущий «Время покажет», по-моему, как ее вот, Ой, вот Шейнин. нет, значит, другая, муж с женой там, Ну. Скобеева, что ли, Сабеева, да. 5 миллионов рублей в месяц у нее зарплата. 5 миллионов. Вот. У нас, по-моему, у Волкова Владимира Дмитриевича 10 миллионов в месяц, по-моему. Ну, может, я ошибаюсь. То есть она почти как губернатор получает. Уважаемые телезрители, новости из жизни Мордовии за март 2019 года прокомментировал Нуянь Ведяз Евгений Владимирович Четвергов, министр культуры, национальной политики, архивного дела, альтернативного состава правительства Республики Мордовия, бывший редактор общественной газеты «Эрзин Мастер» и много других регалий, которые вы прочитаете в описании этой видеопрограммы. Евгений Владимирович, спасибо вам большое за интервью. Да. Но только там надо было как-то оговориться, министр культуры, а то и поймут. Министр культуры.